На календаре 19 декабря, день недели четверг. Вы смотрите «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Вместе с вами, как и каждый будний день, мы начинаем наступившие сутки. Сутки уже начались намного раньше. Начинаем наступивший день, пытаемся зарядить вас хорошим настроением, энергией и мотивацией к тому, чтобы делать этот день как минимум для себя лучше, а может быть и для окружающих, потому что дарить радость окружающим тоже достаточно хорошее занятие. Меня зовут Павел Танин, и вместе с командой нашей программы мы, как всегда, подготовили все интересное, все познавательное, чтобы выше озвученные цели нашей программы были, конечно же, достигнуты. Поэтому в ближайший почти что час оставайтесь с нами, и все у вас получится. Ну а по традиции мы начинаем, конечно же, наш эфир с информации о погоде. По данным Гидромедцентра, сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от минус 25 до минус 37. В заречной группе 30-40 градусов мороза. В южных районах минус 21. В Вилюйской группе улусов от минус 20 до минус 30, в Нижнеленских от минус 35 до минус 37, в западных от минус 14 до минус 18. В Колымо-Индигирской группе улусов 19-36 градусов мороза, в Янских 34-42 со знаком минус, на северо-западе минус 19, минус 23 градуса. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила минус 34 градуса, атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем в столице республики преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 1,4 метра в секунду. Температура воздуха днем в Якутске составит минус 30, минус 32 градуса. Ну а четверг – это день кинопремьеры. И сегодня, чуть позже, мы, конечно же, расскажем о том, каких новинок стоит ожидать. А вы сможете понять, стоит идти в кино в эти выходные или нет. Но забегая вперед, мы хотим сделать вам подарок. Это вот эти замечательные пригласительные в кино. Всего их у меня в руках 8, но получат их 4 человека. В каждой руке, так сказать, по 2 билета. Получат их те, кто раньше остальных ответит на вопрос в нашем телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь. Вот QR-код на экране видите. Можете отсканировать и прямиком попасть на наш канал. Либо же ручками в поисковике телеграма написать «Утро Якутии» слитно. И увидите, опять же, его. Нажмете «Подписаться» и увидите вопрос нашей игры и сможете отвечать в комментариях. Вопрос уже написан, и касается он также кино, причем якутского, и будет немножко неожиданным. Итак, вопрос. В каком из якутских фильмов 2013 года сыграл одну из ролей Павел Танин? Ну, то есть я. Еще раз напоминаю, якутский фильм 2013 года, одну из ролей там исполняю я. Ответы ждем в комментариях под вопросом в телеграм-канале «Утро Якутии». Первые 4 ответивших получат по 2 билета пригласительных в кинотеатр. Ну а прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Экспорт рыбы и морепродуктов из России по итогам первого полугодия этого года ниже показателей за аналогичный период прошлого года, как в физическом, так и в денежном выражении. Об этом журналистам сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин. Он отметил, что в настоящее время российские рыбаки работают над расширением региона поставок. Несмотря на, цитата, расширение направлений поставки экспортной продукции, основными рынками сбыта российской продукции остаются Китай и Корея, подчеркнул Панин. Как указывается в презентации по итогам первого полугодия 2023 года, экспорт рыбы и морепродуктов из России составил 1,2 миллиона тонн. По итогам первого полугодия текущего года 984 тысячи тонн. В следующем году совместно с Минэкологией планируется разработка концепции развития рыбохозяйственного комплекса республики. Об этом в ходе заседания коллегии ведомства сообщил министр по развитию Арктики и делам народов Севера Владимир Черноградский. Он также доложил, что в этом году в рамках финансирования госпрограммы развития Арктики введены цеха по производству кисломолочной продукции из восстановленного молока в Верхоянском и Ленюкском районах. Оказана поддержка 8 предприятиям хлебопекарной промышленности Абыйского, Алаиховского, Верхоянского, Жиганского и Среднеколымского районов на общую сумму в 6,7 миллионов рублей.
12,5 тысяч безработных граждан обратились в республиканские службы занятости населения, из них 6 тысяч человек трудоустроились. В том числе 4 тысячи обратившихся нашли постоянную работу. Также в рамках нацпроекта «Демография» более 1000 якутян обучались на краткосрочных курсах и освоили новую профессию. 11 700 человек трудоустроились через республиканский проект «Местные кадры в промышленность». Для того, чтобы понизить уровень бедности, в 2025 году продолжится работа по республиканской программе «Работающая Якутия. Кадры и инклюзия». Помимо этого будет внедряться и новый федеральный проект «Кадры». Будут внедряться маршрутизация и индивидуальное сопровождение всех молодых специалистов, в том числе студентов, которые обучаются в том плане, чтобы они уже знали в будущем, где и в какой организации они будут кем работать. Да? Дальше, значит, в рамках национального проекта большое внимание будет уделено содействию трудоустройству граждан с инвалидностью. Будут работодателям предоставляться субсидии из федерального бюджета на оснащение рабочих мест. И кроме этого, значит, у нас особое внимание будет уделяться в рамках национального проекта также модернизации всей службы занятости. Управление ГИБДД по Нерюнгринскому району продолжает планомерную работу по пропаганде безопасности дорожного движения. Профилактическими мероприятиями охвачены все слои населения, включая самых юных нерюнгринцев. В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в районе проводится 3-й этап республиканского профилактического мероприятия «Внимание, дети». На встречах с учениками школ Нерюнгри инспекторы ГАИ в доступной игровой форме напомнили детям азы правил безопасного поведения на дорогах, а также раздали яркие листовки, напоминающие о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Дети на самом деле очень любят участвовать во всяких акциях, мероприятиях. Это красочно, это ярко. И в ходе игры каких-то мероприятий дети лучше усваивают, даже в тех же стишках, правила дорожного движения. Они всегда рады нам помочь, посодействовать, оказать нам помощь, принять с нами участие. Для них всегда это очень интересно. С большим удовольствием дети принимают участие. Голуби, собаки, пневмотрубы. Кем и чем только не пользовался человек для доставки корреспонденции и посылок в разные времена. Но если раньше это были скорее помощники людей, то сегодня за дронами и роверами, которые все чаще заменяют почтальонов и курьеров, нужен меньший контроль. Работать они могут автономно. И на улицах мегаполисов уже мало кого удивляют машинки, которые сами пересекают по зебре дорогу и привозят в офис горячий обед. Доставка грузов беспилотной авиации совсем скоро может обычным стать явлением и в Якутии. И эту тему продолжит Максим Кардозов. Беспилотная доставка грузов по Якутии. Как тебе такое, Илон Маск? Вот так в октябре жители горного Улуса принимали посылки, которые в прямом смысле прилетели к ним самостоятельно. Дрон «Втол» преодолел 150 километров из Бердянистяха в село Киптин. На весь путь он потратил 1,5 часа. На машине эта дорога заняла бы в 6 раз больше. Люди были, во-первых, удивлены сначала, когда такая какая-то штука прилетела. Потом они радовались, когда они получали какой-то груз. Потом уже это вызвало некий ажиотаж. А теперь давайте отвезите мой груз. На самом деле люди на местах очень сильно обрадовались и увидели в этом некую перспективу, потому что мы прекрасно понимаем, что Республика Саха-Якутия – это регион, в котором самое большое количество труднодоступных поселений. Мы это делаем для того, чтобы в будущем мы видим, что беспилотный транспорт в Якутии будет развиваться. Мы думаем, что в каждом населенном пункте, в каждой деревне, в каждом наследии будет зернопорт. И вот такие аппараты, похожие или лучше еще, они будут увеличить транспортную связанность, то есть повышать качество. Этот беспилотник разработали в московской компании Buzz Glory Air. Он с вертикальным взлетом и посадкой. В зависимости от модели может поднимать грузы до 100 килограммов. Для обслуживания требуется 1 или 2 человека. Ему не нужна взлетно-посадочная полоса, длинная, широкая, большая. Ему достаточно относительно ровной поверхности 10 на 10 метров, с которой он спокойно взлетает и на которую он впоследствии садится. Еще из плюсов его дальность, потому что в зависимости от силовой установки, которая установлена, то есть сейчас мы видим с вами электрические силовые установки, а если установить бензиновую силовую установку, то дальность увеличивается до 1000 километров.
Если говорить про безопасность грузов, насколько это важный вопрос? Этот вопрос очень важный, и я думаю, что перевозка грузов беспилотными воздушными судами сейчас для груза самый безопасный путь. Важно сказать о том, что все беспилотники оборудованы маяками. И мы с вами практически исключаем потерю этого груза. Даже если произошла нештатная ситуация и беспилотник упал, всегда оператор будет знать точку, где это произошло, и точку, где произошло столкновение с земной поверхностью. Соответственно, все грузы мы страхуем. Потеря груза — это все, в любом случае это финансовые какие-то потери, которые могут быть возмещены страховой компанией. В правительстве Якутии отмечают, что беспилотники можно применять в разных отраслях, не только в доставке грузов, но и в землеустройстве, мониторинге, а также в сельском хозяйстве. По агродронам, можно считать, уже работа ведется, и в рамках Дня поля этим летом наши ребята, земляки, которые работают с партнерами с Татарстана, Казахстана, показали дрон, который работает по распылению, по химизации и так далее. По мнению экспертов, через несколько лет такие беспилотные помощники будут привычным делом. Главное, сейчас нужно подготовить нормативно-правовую базу для регулирования использования таких летательных аппаратов. Максим Кардозу, Виктор Улисов, Иван Слепцов, Москва, Бердянск. Наличие новогоднего настроения сильно связано с украшением дома к празднику. Согласитесь, ощущать, что Новый год близко, легче, когда в квартире стоит наряженная елка. Одними елками украшения, как правило, не обходится. Преобразовать свое жилище помогают разные предметы интерьера, еловые букеты и прочие подобные вещи. Но человек никогда не переплюнет природу. Сегодня, в эпоху пластиковых окон, мы, вероятно, забыли про одно прекрасное явление, когда природа сама занимается украшением. Это узоры на окнах. Сегодня, кстати, отмечается день этих узоров, и если вы давно их не видели, то это прекрасная возможность попытаться воссоздать их своими руками, тем более способы для этого существуют. Ну а далее расскажем о других знаменательных датах сегодняшнего дня. На календаре 19 декабря. Сегодня отмечают День военной контрразведки в России, День снабженца, Международный день помощи бедным. По народному календарю Николай Зимний. На Руси святителя Николая издавна считали защитником оклеветанных. Верили, что он может помочь невинно осужденным. Также его называют покровителем моряков, купцов и детей. Ему молились и земледельцы о хорошей погоде, о добром урожае. На Николу никому нельзя было грустить. Считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, в этот день погода и без того обычно бывала студеной. Люди обращали внимание на то, как Никола продолжает работу святых Варвары и Саввы, морозит реки и озера. Если перед Николиным днем выпадал иней, можно было ждать хорошего урожая овса. Этот день в истории. 1863 год. В Англии запатентован линолеум. В 1939 году в СССР принят на вооружение советский средний танк Т-34. В 1945 году основан Всероссийский научно-исследовательский институт МВД. В 1997 в мировой прокат вышел фильм «Катастрофа Титаник». В 2019 году на Чукотке начала работу первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». В этот день родились Леонид Брежнев, советский государственный и политический деятель, глава СССР. Эдит Пиаф, французская певица и актриса. Галина Волчек, советская российская актриса, режиссер, педагог, народная артистка СССР. Анастасия Вертинская, советская российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Тиль Швайгер, актер. Владимир Крестовский, российский музыкант, актер, участник группы Ума Турман. Джейк Джилленхол, актер, продюсер. Именины отмечают Максим и Николай. В 1999 году первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Николаев для выявления и поддержки одаренных детей со всей республики по физико-математическим и техническим специальностям создал физико-математический форум «Ленский край». Вместе с уходящим 24-м подходит к концу юбилейный год 25-летия физико-математического форума «Ленский край». Сегодня в нашей студии Василий Павлов, ректор Малой академии наук республики, собственно, которая выросла из форума «Ленский край». Доброе утро. Доброе утро. Ну, главный вопрос, да, с чем, с какими рубежами, да, событиями, рекордами завершаете юбилейный год? Да.
Ну, дело в том, что наша организация, это такая уникальная организация, появилась впервые в истории России, такого типа организации, еще в 1999 году. В то время мало кто занимался одаренными детьми, и вообще одаренное образование это была тема неизведанная еще до этого времени. Ну и на самом-то деле за это время мы выросли. Сейчас в наших рядах более 10 тысяч детей, которые как раз связаны с нами через нашу платформу, и более 6 тысяч детей занимаются нашими научными проектами, и плюс 70 тысяч детей фактически участвуют в различных мероприятиях Малой академии наук, которые мы проводим по всей республике. На самом-то деле наша система открытая, она не про элитность, она не про исключительность, а про то, что нужно заниматься наукой, и этим можно заниматься всем. Но не только наукой, да, а спортом, искусством, креативными индустриями. И что самое замечательное, мы стали также региональным центром по работе и выявлению одаренных детей. Это по модели образовательного центра «Сириус». Ну вот говоря, что и спорт, и креативный, и так далее, то есть сегодня Академия наук, она выходит за рамки физико-технических направлений. Естественно, потому что одаренность-то, она настолько огромная, настолько обширная, потому что одаренные дети и одарены не только в области какой-то одной, да, так сказать, а везде они одарены. Дело в том, что это феномен природный, и мы как раз пытаемся способствовать тому, чтобы люди смогли раскрыть свои разносторонние таланты. Вот в разное время коллектив Ленского форума, Ленского края Малой академии наук разные люди возглавляли, выдающиеся. И вот хотелось бы вашу историю, как вы вот пришли к руководству этой организации. В 1998 году была идея создать во всех районах центры, так называемые интернаты для одаренных детей. В то время я был советником, помощником нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И у меня сразу возникла идея, что нужно не создавать такие школы, да, кстати, а создать форум. Форум — это от латинского слова «место встречи», где люди собираются, обмениваются идеями. И это очень важно, потому что для нас важно было заниматься индоктринацией молодого поколения, для того, чтобы они были участниками развития нашей республики. Так и возникла идея Малой академии наук, которая тогда называлась физико-математический форум «Ленский край». И поэтому я как раз вот и принимал участие в самом начале, да, так сказать, открытия и организации нашего замечательного, значит, учреждения, которому сейчас 25 лет. Ну, то есть, получается, можно сказать, история сделала вот такой виток, и с точки, с которой начиналась, в какой-то степени туда вернулась. Но отдельно стоит обратить внимание, да, на здание Академии наук, оно находится в селе Чапаево, Хангаласского улуса. Здание новое, вот несколько слов о нем. Да, здание новое, мы очень благодарим наших спонсоров. Это Селевой фонд будущего поколения, тоже детище нашего первого президента. И нашего главного спонсора — это национальную нефтяную компанию «Роснефть». Да, благодаря нашим индустриалам, которых сейчас все больше и больше в нашей республике, мы надеемся, что и наши дети смогут расширить и раскрыть свои таланты. Ну, говоря про, вот если взять, да, связать некоторые моменты, да, Академия наук, ну, малая Академия наук, все-таки здание новое, может быть, что-то про оснащение, то есть там занимаются наукой. Да, дети. там занимаются наукой дети, действительно, оснащение абсолютно на мировом уровне, и это отмечали все наши гости, и к тому же наши международные партнеры, которые приезжают к нам часто. И сейчас мы активно работаем с нашими друзьями из Народной Республики Китай, да, так сказать, это очень важно. И мы считаем, что благодаря тому, что оснащение хорошее и прочее, и дальше мы будем развиваться, потому что чем раньше заниматься наукой, тем больше будет результатов. Тем больше будет ученых. Ученые — это тоже хорошо, неплохо. В том числе, да. А на следующий год какие уже планы? Понятно, юбилейная черта пройдена, нужно стремиться к следующему юбилею. И вот с чего начнется сбор новых достижений на грядущую 20-летие? Следующий год мы очень хотим все-таки запустить наш малый космический аппарат, спутник такой. Да, так сказать, он оснащен, полностью сделан нашими обучающимися, нашими академиками, то есть членами Малой академии наук. И это будет событие где-то в марте месяце, 27 марта, скорее всего. То есть дети прям взяли? Да, взяли, собрали полезную нагрузку. Это впервые такое в нашей истории нашей страны буквально. Дело в том, что в свое время запущен Сириус 1 и 2. Это в образовательном центре Сириус запущено. Но там тоже принимали участие основные наши инженеры. Это все наши дети из Якутии. Ну, вообще здорово, что у нас
ну, фактически нашими руками в какой-то степени покоряется космос. Да. Причем, опять же, мы все это проецируем, что детьми, да, и это говорит о чем, что науке все возрасты покорны. Абсолютно. И сейчас тоже, потому что наука-то развивается Да. нереально быстро. Ну а в целом, вот если говорить о научных работах какой-то, да, научной деятельности именно воспитанников, да, форума, какие-то, вот кроме спутника, да, вы сказали, готовится он. Но сейчас-то Какие-то, может быть... дети у нас сидят абсолютно в другой вселенной. Ага. Да, так сказать, это информационные, цифровые технологии, где очень активное участие идет, активнейшее, да, так сказать. И кроме того, дети занимаются еще и творчеством. Мы проводим киноманию. Это очень замечательная тема, потому что наша республика идет всегда вперед, особенно в области креативных индустрий. И мы думаем, что где-то вот очень яркая звезда загорелась уже, да, так сказать, это Якутия, как один из таких интересных центров развития креативных индустрий вообще в стране. Там. То есть еще и кинематографом Да, кинематографом занимается. тоже занимаемся. Вот, ну, на самом деле, здорово, Василий Климович. Я поздравляю вас, ну, с юбилейной датой. Я желаю еще больше достижений успехов, опять же, на грядущие 25-летия, да, чтобы через 25 лет, в 50-летие Малой Академии можно было, ну, если сегодня мы говорим о том, что вот-вот готовится к запуску спутник, собранный, по сути, да, на базе Малой Академии наук, то, может быть, через 25 лет мы будем говорить о какой-то колонизации другой планеты. Почему нет? Наука все-таки это не только про какое-то прагматичное, это и про помечтать, и пофантазировать в том числе. Ну и, конечно же, желаю хорошего вам дня и отличного настроения. Спасибо большое. Больше трети россиян имеют домашних питомцев, и почти половина из них – это владельцы кошек, что значительно больше количества владельцев собак – 34% против 49%. И если в вашем доме до сих пор нет животного, только потому что вы еще не определились, к какому лагерю примкнуть, то сегодня в нашей рубрике «Мой питомец» расскажем об особенностях кошачьей породы Мейн-кун. Возможно, эти советы помогут вам сделать выбор. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы расскажем вам о породе кошек Мейн-кун. Мейн-куны достигают своего максимального возраста примерно в 3 и 5 лет. Вес у них может достигать до 10 килограмм, размер холки 45. Достаточно крупные кошки, порода была выведена для охоты. Сохранилась благодаря тому, что они прекрасно охотились на мелких грызунов. Питаются мейн-куны в разы больше, чем обычные кошки, и 30% рациона должны быть мясные. То есть обязательно нужно давать грудку, сердечки, говядину, любой вид мяса. Порода достаточно активная, любят лазать. Благодаря своему происхождению могут засыпать в различных местах, в различных позах, достаточно необычных. Преимущественно любят высокие поверхности. Очень любят хозяина, но также имеют чувство собственного достоинства. То есть лишний раз его дергать не стоит. Продолжаем делиться знаниями и тонкостями жизни. На очереди полезные советы. И сегодня узнаем, как хранить ваши вещи дома, при этом экономить драгоценное пространство. Неважно, отправляешься ты в отпуск на берег моря или в деловую поездку, в любом случае нужно знать, как правильно упаковать вещи в чемодан, чтобы все поместилось и ничего не помялось. А в этом вам поможет вакуумный пакет. Вакуумный пакет для хранения вещей – это полиэтиленовый мешок высокой плотности, в котором присутствует клапан для откачки воздуха. При использовании качественных вакуумных пакетов объем некоторых вещей можно снизить примерно на 70%, а купить его можно в любом хозяйственном магазине. Пользоваться вакуумом очень легко и просто. Аккуратно распределяем вещи внутри пакета. Желательно не набивать его слишком плотно и равномерно распределять объем вещей. С помощью клипса фиксируем застежку. Открываем клапан и с помощью пылесоса вытягиваем лишний воздух. Это самый приятный момент — смотреть, как пухлые пакеты мгновенно теряют объем, превращаясь в аккуратную плоскую стопку. Закрываем клапан и вуаля! Теперь ваши вещи помещаются в чемодан легко и просто. Можно собрать чемодан и отправляться в новое путешествие. Новый год всегда особенный праздник, который не только дарит радость, но и хранит память народа и обычаи предков. Люди, рожденные в советские времена, испытывают ностальгию по прошлому, особенно в предновогодние дни. И Нерюнгринский музей в связи с этим по традиции подготовил интересную предновогоднюю программу для жителей и гостей района.
Старый добрый Новый год. Советские экспонаты в музее позволяют заглянуть в прошлый век и увидеть, как отмечали этот праздник в СССР. Старшее поколение вспоминает свое детство, а молодежь погружается в неповторимую атмосферу советских лет. Воссоздали образ квартиры, да, городской, которая готовится к встрече Нового года. Также у нас проходят активно мастер-классы, в которых участвуют все школы практически Нерюнгринского района по изготовлению новогодних игрушек. Еще одно мероприятие, очень важное для нас, 5-й раз будет проводиться онлайн-битва елок, которая пользуется большой популярностью у жителей нашего города. Посетители музея могут подготовиться к предстоящему празднику самостоятельно, смастерив игрушки, украшения и предметы декора. Сегодня дети, участники мастер-класса, создают новогоднего гномика. С виду кажется, что все очень легко. Состоит в основном игрушка у нас из ниток и картонных лекал, материалов. Но на самом деле мы столкнулись с такой проблемой, что дети не умеют у нас завязывать даже узелки некоторые. Вот. Но результатом уходят все довольные. Мы, конечно же, все показываем, рассказываем, объясняем, помогаем. Результатом все очень довольные. Вот. И все несут, говорят, будем дарить маме на Новый год. Впереди еще не один мастер-класс в программе музея. Елка добра и подведение итогов елочного батла. Все то, что позволяет с головой окунуться в зимнюю сказку. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В этом году в Якутске начала свою работу школа просвещения детей и родителей основам сохранения здоровья «Здорово». Главной целью проекта является популяризация среди населения темы сохранения и укрепления здоровья детей и пропаганда практик здорового образа жизни. И в нашей студии сегодня Мария Ефремова, руководитель проекта «Школа просвещения детей и родителей основам сохранения здоровья», и Ольга Бурдукова, эксперт школы, логопед. Доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, в первую очередь, Мария, расскажите немножко о проекте. Что, зачем, почему, как родилась идея? Наш проект называется «Школа просвещения для детей и родителей». И, конечно, нашей основной целью является просвещение родителей и детей. Мы проводим, нашей командой проводятся занятия, беседы, лекции, также мастер-классы. Мы говорим о том, родителям, как же можно сохранить здоровье детей. Наша команда – это большая группа специалистов. Туда входят врачи, такие как педиатр, невролог, так, кто еще у нас есть, стоматолог, и ортопеды есть. И также специалисты, такие как психолог, логопед, нейропсихолог, есть нутрициолог о питании детей и даже сексолог. Ага. А как вообще по проекту удалось воплотить в жизнь? То есть как идея появилась? То есть у нас вот там не хватает места, куда могут прийти условно родители с детьми там какими-то вопросами озадачиться. Да? Такого места нет, давайте придумаем, и вот как это все раскручивалось. Вообще наш проект зародился, конечно, все началось с идеи. Школа, конечно, занимается воспитанием, да, обучением. Родителям, получается, ну как бы, да, не хватает знаний. И мы решили, чтобы вот доносить именно знания, умения, делиться с ними в части именно сохранения здоровья. Это же сейчас так важно. Самое главное – это здоровье детей. И поэтому придумали вот такую школу. И мы работаем, нашей целевой аудиторией являются, это, конечно, школьники. Школьники начального звена, то есть начальных классов города Якутска. И таким образом вот мы работаем со школьниками. Ольга, ну ваше направление это логопедия, получается. Вот актуальный, наверное, вопрос причины нарушения развития речи у детей сегодня, в чем они заключаются, потому что такое ощущение, возможно, субъективное, да, что сегодня дети дошкольного, младшего школьного возраста как будто говорят хуже, чем условно там вот на наше поколение там, лет 20 назад в их же возрасте. Ну, это на самом деле не субъективное, а объективное впечатление. И если буквально еще 15 лет назад это отмечали только специалисты, то сегодня, приходя ко мне на занятия, родители прямо спрашивают, в чем причина. И тут нет одной причины.
Нам, конечно, всегда хотелось бы найти одну причину и одну пилюлю выпить, чтобы все сразу Супер решить. таблетка. Да, но такого нет. То есть это комплекс разных причин, которые приводят, к сожалению, вот к такой картинке. Но есть и приятная новость, что все это можно обернуть вспять, все это можно восстановить. Но здесь очень важно своевременно начать профилактическую работу. И когда профилактическую работу начинать надо, да, как я говорю, где он тот маячок, на который необходимо обратить внимание. На самом деле это уже беременность, это уже непосредственно роды, потому что, к сожалению, у меня очень часто на занятия приходят дети там, ближе к 5 годам, не говорящие. И, к сожалению, даже на сегодняшний день эта норма остается, что мы с родителями разговариваем, говорят, а нам говорили нормально? Подождите, глазки умные, заговорит. И, конечно, очень многие расстраиваются, когда говорят, эх, знать бы нам раньше. И вот как раз школа здорово, они как раз про это, мы про это. Про то, чтобы, как знать раньше и как своевременно помогать. Потому что, знаете, самое, наверное, обидное, когда буквально 2-3 манипуляции, и у ребенка не будет проблем ни в школе, ни с речью, ни с развитием. А если мы упускаем золотой период, то это потом годы восстановительной работы. И при очень-очень-очень скромных результатах. Ну вот если мы говорим про нарушение развития речи, опять же, да, вы сказали, что факторов, во-первых, может быть много, а можно выделить какой-то вот, ну, проведем сейчас, да, небольшую лекцию мы все-таки, чтобы научить родителей, в том числе, существует ли, может быть, какой-то вот один такой, который, ну, вот во главе этих факторов может стоять? Ну, конечно, это тело. Тело. Вот так хитро отвечу, это тело. Почему? Потому что если вдруг в теле есть какие-то блоки, зажимы, то как бы ребенок ни старался, вот эти все наши гиперактивные дети, которые не могут сидеть, у которых внимание рассеивается, это же не плохие дети, они классные, но им так плохо, их телам плохо, что они не могут сконцентрироваться на развитии, на обучении. И, знаете, есть на самом деле очень простой прием, который может показать, есть ли блоки в теле или нет. Рукой на подбородок нажимаем в ямочку. Если есть болевые, прям большим пальцем в ямочку нажимаете. Вот сюда, Если есть боль, это говорит о том, что органы малого таза зажаты. Соответственно, с речью будут проблемы. Где да. таз? Это блуждающий нерв. Блуждающий да. нерв. То есть здесь все не просто так, здесь все взаимосвязано. И первый, наверное, мой вот этот опыт был, когда ко мне пришел ребенок, я такая, мне не нравится его стопа. Ну, вообще-то я логопед. И мы начали работать со стопой. И каково было наше удивление, а это был ребенок как раз, который начинал обучение во времена ковида, в 1 класс. То есть они сидели дома. И мама мне потом скидывает, она говорит, мы контрольную диктант написали. Говорит, смотрите, идеально написано. А мы еще с подчерком не работали. Мы работали только со стопой. Представляете? И вот у меня первая такая, при чем тут стопа и при чем ладонь? Начала я копать. И оказывается, это очень даже причем. И помогая телу, мы действительно иногда бывает, у меня в практике бывает, если ребенок маленький приходит на диагностику, направляю к остеопату с определенными, ну, как бы... Опять же, внутри школы. Да. И родители прорабатывают, и больше им логопед не нужен. Чему я на самом деле рада. То есть, в принципе, грубо говоря, система такая, что вот как я просто, наверное, сейчас повторю ваши слова, в малой формуле пришли к логопеду, тут же в этой же организации логопед говорит, сходите, пожалуйста, сюда, идут к другому специалисту. Ну, может быть, несколько специалистов пройдут, и решается, в принципе, проблема, с которой пришли, даже без специалиста, к которому приходили по факту. Ну, опять-таки, это зависит от возраста. Чем раньше, тем меньше манипуляций. Чем позже, ну, там уже вторичные нарушения, с которыми мы работаем годами. А есть какой-нибудь там условно, ну вот возраст невозврата, скажем так, то есть если вот до какой-то вот границы не решить проблему, ну понятно, что мы говорим, это уже какие-то двузначные цифры точно, однозначно, но что как бы там уже будет намного меньше шанс что-то исправить. Я думаю, возраст невозврата, его нет, но мотивация. Вот, то есть должно так прижать человека, чтобы он готов был работать. У меня молодого человека с заиканием как-то привели, мама привела парня, и я их не взяла в работу.
Мама говорит, почему вы от нас отказываетесь? Я говорю, так это и не ему надо. Когда ему надо было, это ваш возраст лет 5. Все, ну, а сейчас это взрослый молодой мужчина. И если ему не надо, я ничем не помогу. То есть все зависит от личной мотивации. А так все возможно. Ну и завершая, наверное, беседу, Мария, как попасть в эту школу? Где находитесь, явки, пароли? Хорошо. Наш проект является победителем грантового конкурса главы республики. И мы работаем со школами нашего города Якутска. И поэтому мы готовы, рады всем сотрудничеству. И будем рады. То есть в целом родители внутри школы могут обратиться куда-то и выведут на вас? Да, обязательно. Ну и также вот мы выходим на руководителей школ, детских садов и так далее. И мы планируем дальше развиваться. Да, сегодня партнерская сеть, назовем ее так, охватывает уже все учреждения учебные, то есть в городе Якутске, в городе Якутске, да, мы можем со всеми школами работать. И хочу отметить, вот наши эксперты, да, такие вот, как Ольга Николаевна и так далее, они прям являются практиками. Видите, вот прям на примерах все объясняется, поэтому я считаю, это очень хорошая помощь родителям, прямо получать знания именно от практиков, специалистов. Ну, Ольга, Мария, спасибо, что пришли в эту студию. Мы сегодня даже лекцию такую провели, немножко устроили лекторий, что тоже хорошо, потому что тема действительно полезная, важная. Да? Все родители рано или поздно с какими-то логопедическими проблемами своих детей сталкиваются. Да? Даже, пускай незначительными, но кто-то бьет уже на этом моменте панику, и тоже это хорошо. Вот. Ну и желаю вам успехов в вашей работе, в вашей деятельности. Вот. Ну а прямо сейчас я передаю слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о новостях последних. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» подвел итоги уходящего года. Курсанты проходили обучение по основам национальной безопасности России, огневой, инженерной, тактической подготовки, а также организации связи и основам пилотирования БПЛА, тактической медицине и спортивно-тактическим играм. С момента открытия через филиал в Якутии прошли обучение свыше 2000 девушек и юношей. По всей России же Центр «Воин» подготовил более 40 тысяч курсантов и 400 инструкторов. Сейчас официальное закрытие и подведение итогов года, но тем не менее работа продолжается. Соответственно, до конца года еще запланированы наши учебные мероприятия, заключены договора с учебными заведениями. То есть работа будет идти вплоть до окончания года. На днях в Горном районе прошел 11-й республиканский форум педагогов-мужчин дошкольного образования. В этом году он собрал педагогов-мужчин, среди которых 8 участников конкурса «Я педагог», которые работают преподавателями дополнительного образования, специалистами, инструкторами по физической подготовке в детских садах в разных районах республики. Важной частью программы стали мастер-классы, посвященные методам работы с детьми, которые проводили опытные эксперты. Они продемонстрировали различные игровые обучающие техники, которые способствуют развитию детских навыков и творческих способностей. Педагоги мужчины, они действительно очень талантливые. Если у женщин более мягкий подход, а вот у мужчин они более требовательны к детям. Именно в год детства, чем вот сейчас отличается, да, у нас, в год семьи, да, в год труда, значимость этого конкурса, конечно, высока. В Ленском районе уже на протяжении нескольких лет остро стоит проблема нехватки кадров в здравоохранении. Решает ее главный врач, разработанная и программа по их привлечению на уровне района, а прибывшие медики получают подъемные, им предоставляют служебное жилье или же производится оплата съемного. В этом году социальная выплата составляет 1 000 000 рублей, ее уже получили 4 прибывших в район медика. На сегодня все эти специалисты приехали, 4 специалиста по линии здравоохранения. Сертификаты на сегодня выданы и выплачены. Кроме этого, мы решаем вопрос не только материального стимулирования для приезжих, но и имущественный. Это предоставление квартир. Сегодня рынок вторичного жилья он забит, скажем так, он в дефиците, его не хватает. Но, тем не менее, мы сегодня порядка 7 квартир предоставили медикам. И в этом году у нас в рамках программы
управления имуществом отторговали ему строительство 37-квартирного дома. Вышел подрядчик. Надеемся, что к концу следующего года мы этот объект постараемся завершить. И это позволит нам решить вот как раз нехватку кадров. В Хангаласском районе чествовали победителей и призеров чемпионата мира по масс-рестлингу. Спортивное событие международного масштаба проходило с 28 ноября по 2 декабря в столице Кыргызстана, Бишкеке. Хангаласским масс-рестлерам удалось завоевать 7 медалей, 3 золота, серебро и 3 бронзы. Конкуренция у якутских борцов была серьезная. В чемпионате приняли участие более 200 спортсменов, прибывших из 20 иностранных государств. Следующий чемпионат мира по масс-рестлингу состоится уже в Монголии. Самое сложное для меня в этих соревнованиях, наверное, были даже не само участие в соревнованиях, а сделать вес 65 килограмм. Ну, почему-то в этот раз очень тяжело прошла сгонка веса. Спортсмены, также соперники были уже из года в год, они более становятся все сильнее, более профессиональные. Уже можно даже сказать, что свой стиль появляется, наверное, как вот у команды Кыргызстана. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Спасибо коллегам. Ну а теперь пришло время узнать о киноновинках. Но перед этим подведем итоги нашей игры. Напомню, что вопрос был такой: в каком якутском фильме 2013 года одну из ролей исполнил я. И мы сегодня выдаем победителям по 2 билета пригласительных в кино. Всего у нас в руках у меня сейчас 8 билетов. 4 человека, кто первые ответили на этот вопрос, получат эти билеты. И, собственно, я готов назвать 4 человека, потому что есть, которые правильно ответили. Это фильм действительно режиссера Василия Булатова «2053», постапокалиптическая картина, одну из таких эпизодических в каком-то смысле, да, может быть, и ключевой для сюжета ролей исполнил в нем я. Это был интересный опыт, это было давно и правда, как ни странно. Можете даже трейлер посмотреть. Ну а правильно первыми ответили, я зачитываю имена, описанные в Телеграме. Это Галина, Агния, а также Наталья и Тимофей Кононов. Мы вас поздравляем, с вами свяжутся, расскажут, как ваш приз, ваш подарок забрать. Ну а остальным я желаю не отчаиваться, конечно же, никогда, потому что мы очень часто проводим разные игры в эфире нашей программы, и всегда у вас есть возможность стать обладателем какого-нибудь приза. Ну а теперь, конечно же, расскажем, на какие фильмы можно полученные пригласительные использовать уже в эти выходные, какие фильмы выходят в прокат в сегодняшнем. Ой-ой-ой. Смотрите в кинотеатре «Центральный» с этого четверга. Главной новинкой недели обещает стать очередной сказочный фильм с давно знакомым родителям и детям-героям «Домовенок Кузя». Узнаваемый детский бренд в названии и высокий уровень компьютерной графики привлекут к проекту не только семейную публику, но и взрослого зрителя. Ты не притворяйся. Я видела, что ты живой. Ты меня позоришь на весь элитный коттеджный поселок. Еще один праздничный релиз недели – «Елки», 11-я часть. Как всегда, одна из самых популярных в стране франшиз привлечет свою целевую аудиторию богатым актерским ансамблем и новогодней тематикой. Давай. Как и в предыдущих частях, «Елки-11» будут состоять из нескольких переплетающихся новелл, действие которых разворачивается в разных уголках России. Зрителей ждет встреча с полюбившимися героями, так и с новыми яркими персонажами. Одним из центральных героев станет уже знакомый по «Елкам новым» и «Елкам последним» дядя Юра в исполнении Дмитрия Нагиева. Теперь он работает охранником в элитном поселке, живет с мини-пигом Костей и терпеть не может Новый год. Но праздничные события вновь закружат его в своем вихре. Я тебе все объясню. Чего?
Сначала я иду, человек, гомо сапиенс. Потом животные, потом пах, ты. Новый спин-офф по франшизе «Человека-паука» спешит в кинотеатры, а значит, в сети уже появляются первые рецензии. И если зрители оказались довольно снисходительны, то вот критики не оставили от проекта живого места, называя его убийцей супергеройской вселенной Sony. Настала очередь судить якутянам. Что случилось в тот день? История расскажет о пути становления одного из самых грозных противников героя в красно-синем трико – Крейвена-охотника. Сергей Кравинов в детстве был спасен от дикого зверя при помощи древней магии. Вскоре он становится беспощадным охотником на преступников, используя свои звериные способности. Фильм обещает стать самым жестоким из всех проектов Sony, включая трилогию Венома. Говорят, дикие звери помогают ему выслеживать жертву. И для каждой цели исход всегда один. Нас 6 против тебя одного. Пока еще 6. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. В столице Якутии с важной миссией находится наш земляк Сергей Протопопов. На днях он презентовал свою книгу, где рассказывает на собственном примере путь становления IT-стартапа и визионера, практика и методиста, стоявшего у истоков зарождения IT-индустрии и креативного бизнеса в Якутии. И Сергей сегодня у нас в студии. Сергей, доброе утро. Приветствую, Павел. Вот. Ну, сегодня являетесь основателем такого сервиса, да, Бун Маркет. Вообще компания ваша Бунтары называлась раньше и сейчас так же. И сейчас так же. Ну, собственно, Бун. Да. Ключевое, да. В чем секрет успеха этого проекта? Я думаю, что вот в названии на самом деле это зашито не в бунтарстве, а вот бун — это слово благодарность и благо. Поэтому бун-маркет — это, например, маркет благ, магазин благ. Поэтому у нас вообще по жизни мы стремимся к таким благим целям, сделать так, чтобы людям было хорошо. И вот через это хорошо мы достигаем и бизнес-задач. Потому что люди, которым хорошо, которым ты помогаешь закрывать проблемы, они с удовольствием платят деньги, и это позволяет бизнесу расти. И в целом, я думаю, что это вот самое основное вот внутри миссии компании зашито. Ну, вот говоря о ключевом моменте Бун Маркет, он ориентирован именно на местных производителей, на местные товары и так далее. Да, у нас главное, вот около 40% продаж идет за счет того, что мы продаем разные продукты питания, которые производятся именно здесь. Там полуфабрикаты, биточки, разные котлетки и все остальное, которые очень любят якутяне. И мы их продаем таким образом, что от производителя к нам напрямую практически обычно поступает и продается очень быстро. У нас склады, они очень маленькие, у нас 7 складов по городу Якутску, они буквально как квартира, да, 70-80 квадратов. И продаются буквально за 2-3 дня, все распродается, потом всегда все свежее. И это помогает и производителям очень быстро сбывать товары, и делает таким образом, что люди, которые заказывают, им не надо вот на улицу выходить или еще что-то, они просто как образ жизни новый становится для них. Из дома? Да. Заказали, все привезли. Да. Меньше движения, правда. Да, на севере нужно двигаться. Движется уже по другому поводу. Ну да, в целом, конечно же, главный вопрос, мне кажется, решается именно вот местных производителей, потому что, ну, сами мы понимаем, существует множество разных сервисов по доставке и продуктов, и не только, да, но все-таки они больше интегрированы с супермаркетами, где, как правило, привозная продукция в очень большом количестве, а тут, как бы, да, развитие местного предпринимательства. И получается, ваш проект развивается за счет развития себя, он развивает, ну, дает как бы толчок развития предпринимательства, в принципе. Да, мы как инфраструктура во многом. Да. И вот как у нас сервиса пока еще нету совсем, насколько я понимаю, потому что мы доставляем именно за 15 минут. То есть это как, знаете, вот как водопровод. Если мы раньше уже привыкли уже достаточно, да, раньше в заводе надо же было идти в колодец, на водокачку, да, на водокачку, на колонку, да. А сейчас как открыл краник, и все, вода вот уже течет. Хотя не всегда питьевая, но у многих и питьевая тоже течет, да, с фильтром. А с едой не так. За едой надо обязательно идти, там, детей одеть, вот это все. Это достаточно большой вызов для многих людей. И это стресс.
Мы этот стресс снижаем за счет того, что теперь все-таки, как и в современном мире, краник у тебя в телефоне, нажал кнопочку и поступает уже не просто вода, а еще еда. Ага. Ну вот, может быть, и в том числе о философии подобных сервисов в вашем издании. Ваша первая книга, если не ошибаюсь, называется «IT Якут. Цифровые традиции народа Саха». Кому ее адресовали, что в нее вошло, что из нее можно почерпнуть? Я, наверное, скажу так. Я широко известен в узких кругах, да? Ну, я не стремлюсь там, к известности или к чему-то, но вот именно в узких кругах достаточно хорошо известен. У нас есть игровые компании, которые создавались, когда нам было по 20 лет, даже 19, когда мы начинали. Мы говорили, мы будем делать компьютерные игры и продавать их в США, там, по всему миру. И многие говорили, мы знали, что у вас в Якутии так холодно, да, вот особенно с утра, но не знали, что так можно было себе отморозить головы. Да? Но в итоге мы на миллионы долларов продавали, и сейчас это... Вот этот опыт, он у меня весь уже, в принципе, накоплен за 20 лет почти, да, работаю вот предпринимателем и вот в бизнесе. И, ну, этот большой опыт, он достаточно востребован оказался вот в современном мире, и я его даю с удовольствием. Это вот такой мой подарок моему народу, всем моим землякам, якутянам, сделать так, чтобы они могли использовать мой опыт, который я здесь структурировал, как метод прям подал. И те вопросы, тысячи вопросов, которые за эти годы ко мне поступали, которые помогали молодым предпринимателям, не молодым предпринимателям просто сделать цифровизацию существующего бизнеса, фермы иногда даже. И все это все легло в книгу. И сейчас я уже начал получать отзывы после презентации, да, это несколько дней назад всего лишь было. И это вдохновляет. Я все-таки не боюсь за качество этого продукта. Я его сделал очень хорошо. Мой товарищ, который главным редактором здесь выступил, тоже помог. И я думаю, что эта книга станет бестселлером. И в Якутии это, мне кажется, гарантированно точно. Так. Ну вот говоря про отзывы, да, про опыт, да, ответы на вопросы, которые чаще всего поступали. Вот есть, допустим, топ-5 самых частых вопросов к вам как к предпринимателю? Да, я думаю, что как начать бизнес, говорят, да, как начать свое дело, как осмелиться вообще на все это. И вот у меня один из главных таких, наверное, постулатов – это полюбите неудачи. Да? Многие говорят, у нас же общество очень нетерпимо к ошибкам. Если кто-то там чуть-чуть там споткнулся, мы сразу начинаем говорить, о, эрейдях, да, ну, бедняжка. Вот, на самом деле, все-таки, если мы поймем, что ничего нового, которое вот действительно новое мы создаем, оно не может быть создано сразу идеальным. Если мы сможем сказать, что вот такая вот, такой на троечку совсем что-то сделанное, но сказать с гордостью, что это я сделал, да, я только начинаю, вот такие люди, которые смогут себе воспитать это, вот любовь к неудачам, по сути, да, когда ты из неудачи начинаешь. Вот если ты сможешь это победить, тогда ты сможешь начинать проекты чаще, а значит, у тебя будут шансы на успех тоже намного больше. Ну, на самом деле, вот этот совет, он как будто бы, ну, и вот если взять эту 1000 всех вопросов, он как будто бы наполовину сразу отвечает. Так и есть. И еще многие люди говорят, как быть эффективным. Вот я, например, один из соучредителей и гендиректоров вот, Детсад Entertainment. Это вот фильмы Кискил и так далее. Вот мы выпускали, многие не знают тоже. Я такой серый кардинал, да? Сергей Серый. Да, вот, а мы сделали что? Феномен якутского кино тогда возник вообще аббревиатуры. Вот у нас интервью брали, вот как вы сейчас, Павел. И тогда это вот возникло. А мы победили в кассе, вот как вы сейчас фильмы показывали, вот мы победили все голливудские блокбастеры в кассовых сборах в Якутии. Это вот то, что я умею делать. Вот именно из каких-то проектов бизнес, из творчества сделать так, чтобы деньги поступали к людям и командам творческим. И тогда все это помогает. И знаете, вот в какой момент, если люди начинают верить в себя, что у них все возможно, то они начинают все делать. И при этом, если они планируют день таким образом, у меня сейчас прям, я вот в своих соцсетях тоже вот говорю, что возьмите одну задачу в день. У многих вот список задач огромный. Таск-лист. Да, там сделать то-то, сделать, подтянуться, там еще что-то. И потом в конце дня или там в конце года, сейчас мы все подводим итоги, смотрим, и у нас такое разочарование года, да. Ну, такое, ну или мы стараемся. Из 10 сделал 2. Да. И это вызывает чувство вины. И вот многие люди, многие вот мои земляки, сколько я вот вижу, пребывают в такое подтяжущее чувство вины. Это то, что я хочу убрать, потому что у вас должна быть одна задача в день. Если одна задача в день, то вы
автоматически начинаете делать все намного лучше и целесообразнее. Вот так. Ну вот говоря про, уже выходя за рамки именно предпринимательства, опыта и жизни, ну в том числе предпринимательской жизни, да, насколько мы знаем, работаете вы также и с успешными людьми, некоторые из которых и в список Forbes входят. И вот через это вопрос, потому что окружение что же влияет, как окружить себя успешными людьми? Я думаю, что к успешным людям, к людям с большими результатами, если так будем брать, да, вот есть у нас такие корпорации, которые нам утепляют кровли вот по всей Якутии, и этот завод, у него 60 заводов, да, Игорь, вот, и это мой товарищ, представляете, мы сидим, чай пьем до 4 утра, вот бывает, вот, и сидим, обсуждаем, печеньки кушаем, смеемся, да, вот, и вот сейчас, надеюсь, у всех это печеньки, молочко все налито, вот, представьте, и этот человек 60 заводов имеет, владелец. Да, у него, он 76-й номер в списке Forbes богатейших людей России. И вот он говорит: Сергей, приезжай, пожалуйста, давай поболтаем. Да? Как это происходит? Мне кажется, это за счет того, что у меня никогда не было задачи там что-то у кого-то забрать или там даже заработать, у меня никогда не было задачи. У меня была задача сделать так, чтобы через меня потоки проходили, именно там денежные и прочее. Именно в каком плане? В том, что я могу что-то улучшить. Вот блага, да, бунтар. Почему благая цель, бунт, таргет. Потому что это позволяет через проекты, через то, что вы делаете, заходить к людям. Есть вот такой человек, который тоже инвестор вот, знаменитых маркетплейсов, и наши ребята тоже. Сергей, ну не очень интересная беседа, конечно, но время эфирное поджимает. Я желаю вам дальнейших успехов, уважаемые зрители, а вам желаем хорошего дня, отличного настроения. Завтра вновь увидимся в этой же студии. Пусть все получается. Да.